Очень часто бывает, что дети начинают поздно говорить. Какие причины у этого могут быть? То есть это могут быть особенности развития, индивидуальные особенности. Тут стоит обратить внимание на то, когда, в какое время начали разговаривать его родители. То есть если мама заговорила в 3, и папа в 2,5, то не стоит ждать от ребенка в 1,5, что он будет рассказывать стихи. То есть относиться к этому спокойно. Обязательно помните о том, что ваш ребенок индивидуален, он особенный. Не стоит мерить своего ребенка под какие-то таблицы, рамки и общие нормы. То есть если ребенок до 3 лет не начал говорить, это считается у логопедов нормально. То есть до 3 лет еще обычно ждут. Если после 3 лет не говорит, это вероятнее всего что-то с развитием. То есть ребенок новорожденный, он рождается, он приходит в семью, в некую семейную систему. И ему в этой системе надо адаптироваться, то есть принять их нормы и правила и как-то научиться здесь жить. Все зависит от семейной обстановки, очень много зависит. То есть это как индивидуальные особенности, так и семейная атмосфера. Если она какая-то напряженная, если там ссорятся, ругаются, или если там вообще не принято друг с другом разговаривать, такие семьи тоже бывают. Ребенок познает мир через родителей, он смотрит, как у них. Изначально ребенок, когда он начинает издавать хоть какие-либо звуки, когда он гулит, еще что-то аукает, то эти звуки стоит поддерживать. То есть прям моделировать, как он. Мама на него смотрит, улыбается, эти звуки повторяет, и он тогда понимает, меня слышат, и вот этим звуком, который я издаю, им рады. Если ребенок мало говорит, больше говорить с ним. То есть есть такое понятие мама-радио, когда мама все время говорит, читает, рассказывает стихи, тогда ребенку легче и проще научиться говорить. Если мама видит, что ей начинает казаться, что что-то ребенок не говорит, уже пора, и ее это начинает беспокоить, то лучше обратиться к специалисту. Первое, что необходимо, это ребенка любить. Любить и по максимуму побольше с ним общаться. Разговаривать с ним на разных языках, если вы ими владеете. Тогда ребенок, он как губка впитывает все. И впитывает он больше всего через родителей. Чем больше информации вы ему даете, тем более лучше он развивается, больше у него образуется новых нейронных связей.